Зал детской школы искусств номер 2, где проходило голосование, с трудом вместил всех желающих узнать итоги конкурса на лучший символ поселка Высокий. Ведь на призыв поучаствовать в борьбе за право стать автором геральдического знака родного уголка Югры откликнулись несколько десятков высоковцев. Все пожелавшие присоединиться к историческому событию от мала до велика, профессиональные самодеятельные художники, мастера прикладного творчества, школьники представили свои проекты, в которых сформулировали свое видение характера этой территории, ее истории, традиций. А еще в каждый из 18 проектов, представленных на суд односельчан, авторы вложили свою любовь к малой родине. Когда мы объявляли эту идею конкурса, мы даже не предполагали, что такая активность будет. Это вдвойне радует, это приятно. И сегодняшний день, подведение итогов 11 октября, по аналогии с другими государственными праздниками, я предлагаю считать 11 октября праздник символа поселка Высокий. Каждый из участников конкурса провел защиту проекта, стараясь убедить присутствующих в том, что именно его работа наилучшим образом отражает специфику населенного пункта. Почему я это все изобразила? Я считаю, что голубое небо означает мир на земле. Орнамент народов Севера говорит о том, что наш поселок Высокий находится на земле Ханты-Мансийского автономного округа. Нефтяная капля – это самое большое богатство Севера. Я считаю, что благодаря всем этим символам нетрудно будет догадаться, в какой части России находится наш поселок Высокий. Победители определяли жители поселка тайным голосованием. В предложенных бюллетенях им нужно было отметить 3 варианта из 18 предложенных и разместить их на первое, второе и третье места. А чтобы голосование было честным и прозрачным, в счетную комиссию вошли народные избранники, определенные тут же в ходе самого мероприятия. Хорошая идея, хорошая задумка. Символ поселка Высокий, его не было. Теперь это еще один праздник, еще одно мероприятие, которое поселок Высокий будет отмечать. И которое для жителей поселка Высоким, я считаю, что будет значимым. Достойные были работы, много жителей и обучающихся, и даже педагоги, проживающие на поселке Высоком, приняли участие. Молодцы. Творили, думали, старались. После процедуры голосования и подсчета результатов были названы имена победителей. Третье место жители поселка Высокий присудили проекту учащейся отделения изобразительного искусства ДШИ номер 2 Анне Голубцовой. Почетное серебро у преподавателя детской школы искусств номер 2 Юлии Демченко. А лучшей названа работа Александра Остапенко. Победителям были вручены дипломы и ценные подарки от инициатора проведения конкурса местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». А поощрительные призы остальным участникам были предоставлены из фонда депутата Думы Югры Алексея Андреева. Это очень важно было для меня, я очень стремился к этому и был как-то уверен, и все-таки мои надежды оправдались. Избранным символом поселка стало животное, которое чаще всего встречается в окрестных лесах. Высоковцы решили, что именно этот маленький, но шустрый зверек в таком художественном исполнении сможет объединить их и дать начало новому витку развитию родного места. Ведь даже древние изображали белку на талисманах, полагая, что это обязательно привлечет успех и достаток.